Кыргызские батыры или спартанцы? Кто на самом деле круче? Ты думаешь, спартанцы. Самые суровые воины. А ты вообще слышал о кыргызских батырах? Спарта. Элита Древней Греции. С 7 лет в тренировочных лагерях. Их учили драться, терпеть боль, не бояться смерти. Битва при Фермопилах. 300 спартанцев против 1000 персов. Они умерли, но стали легендой. Щит, копье, дисциплина. Каждая часть машины войны. Да, спартанцы были круты, но теперь кыргызские батыры не проходили тренировку, они рождались воинами. С малых лет верхом на лошади с луком в руке. Их меч не просто оружие, а продолжение души. В битвах за свободу они сражались не за славу, а за народ. Манас и его 40 батыров против десятков тысяч и победа. Они могли неделями жить в седле, пробивать доспехи стрелой на скаку. Их не учили бояться, их учили побеждать. Батыры не уходили красиво умирать. Они возвращались с победой. Давайте теперь сравним их. Физическая подготовка – ничья. Военная тактика – спарта-строй, батыр – партизанская мобильность. Вооружение – спартанец броня, батыр – скорость и лук. Мотивация – спартанец честь, батыр – народ и свобода. Спартанцы-солдаты. Кыргызские батыры – живые легенды. Один погибал ради царя, другой побеждал ради земли предков. Оба легендарные, но в условиях гор и степей Спарте было бы трудно. Так кто круче? Те, кого учили быть воинами, или те, кто родился, чтобы ими быть? Решай сам. Но знай, имя батыра не просто титул, это судьба. Лайк, если ты тоже выбираешь силу духа. Подпишись, если гордишься предками.